для нас важно, чтобы эти все люди получили свободу, потому что они действительно политические узники, они никакие не террористы. Более того, для нас важно, чтобы этот конвейер смерти и конвейер репрессий, который работает в России, остановился. Мы знаем, что в России около 5000 политзаключенных, и количество их постоянно увеличивается. Только сейчас вот по одному делу экологических протестов в Башкирии, по так называемым баймакским протестам, более 40 человек уже осуждены. Мы так же само считаем их политическими узниками. На самом деле они не совершали никаких преступлений, они просто имели свой голос, имели свое право что-то сказать против действующей власти, против их незаконных решений. И мы предлагаем вам всем объединиться, и мы очень рады, что здесь Айгуль очень активно работает в Лос-Анджелесе. Много кто из вас уже есть американскими гражданами, и можете вступать в диалог с американскими политиками, с сенаторами, с конгрессменами, для того, чтобы они знали про этих людей. Как когда-то американцы вступили за советских диссидентов и помогли им выйти на свободу из сибирских лагерей, так сейчас мы считаем в наших силах организовать влияние на американских политиков для того, чтобы они помогли нам выпустить этих людей на свободу. Сегодня мы провели выставку, которую привезли украинские наши соратники, антибольшевистский блок народов. Я была очень рада представить сегодня эту выставку. Что меня еще не может не радовать, наконец-то наши проблемы начали громче звучать в мире. До этого мало кто обращал внимание на проблемы коренных народов России. И я благодарна украинцам, что они первыми поддержали нас. Они первыми заговорили про наших заложников путинского режима, людей, которые борются за свой народ, за свои языки, за сохранение своей культуры. К сожалению, мир не слышит, не видит нас. Мы пытаемся это донести, пытаемся об этом говорить. Как я уже сказала, более 80 человек в данное время в тюрьмах России именно от народа башкорт, только за то, что они башкорты. Иначе у меня по-другому нельзя сказать. Из сложившейся ситуации вижу только единственный выход – это полнейший развал, деколонизация Российской Федерации. Пусть будут сотни, пусть будут десятки маленьких, дружных, мирных стран, которые не будут угрожать миру, не будут угрожать соседям и не будут начинать войны. Спасибо.